Янузбек Евкуров в Магасе провел заседание комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории Ингушетии. В заседании также приняли участие родители лиц, задержанных по факту нападения на сотрудников УГИБДД МВД по республике, несших службу на стационарном посту «Волга-17». В ходе заседания были заслушаны доклады омбудсмена Джамбулата Аздоева, представителей ФСБ по республике, Следственного комитета, правозащитников. Выступили также и родители. Руководитель региона подверг критике работу нескольких территориальных и адаптационных комиссий, в том числе и республиканской. Он убежден в том, что их эффективная работа положительно влияет не только на авторитет этого института, но и в целом на обстановку в регионе. В качестве примера он привел призывы граждан добровольно обращаться в комиссию за помощью. Мы после каждого случая говорим, объявляем, и я лично, и Совет Безопасности, по телевизору все объявляют. Все, кто случайно, не случайно соприкасался с этим или иным человеком, идите к участковому, идите к начальнику ГОВД, главе администрации, дайте эту информацию, чтобы завтра, послезавтра, когда его поймают, все равно же выявят, все равно же найдут. Чтобы не говорить, а мы не знали, мы не видели. Любой может попросить подвезти, увезти, там мешок поставить, сумку поставить на хранение. В нынешней ситуации, конечно, надо быть бдительными, но вопрос в другом стоит. Ну, сделал, помог, но видишь, что эти люди каким-то образом связаны с преступным миром. Или культурно откажитесь от этого. Но не надо думать, что завтра, послезавтра это не выявится. Все выявляется. Поэтому здесь тоже надо смотреть. Опять же, понимаю, когда сидящие родственники здесь, и те, кого здесь нету, начинают защищать своих детей. Они все, наш сын не виновен. Все виноваты, кроме нашего сына. Понимаю? Мать есть мать. А когда первый раз этого Хамхоева пригласили после ликвидации Мизиева на посту, на беседу, он же проходил у нас беседу. Вот тогда надо было матери не с плакатом бегать, а прийти и сказать: помоги, Ахмед, помоги. Фуддазука, много зудису, ваш дахсу. Вот тогда надо было делать. Он-то не убит, он хоть сидит сейчас, живой. Должно быть всегда понимание элементарное. Элементарное понимание. И сегодня мать, которая говорит, он вообще не был ни с кем из них знаком, а на телефоне вот уже Хамхоева куча этих фотографий, в том числе с Мурзабековым и со всеми другими. А клянутся они чему? Убивать нас, взрывать нас, они этому клянутся. Что, неужели вы, родственники, не понимаете, что мы этого не допустим? Мне жалко, вот она сидит, женщина, мне жалко тебя, где он жалко? Но мне еще бы жаль, что Алла Мохчеркях дал где что-то вынужден Исраил надо. Мне жалко вот тех сидящих там, но жалко и его жену, и 3 детей. Пудят меня на двинуться. Царпах это не жмитесь, что берешь балдеть моги, хукхал, он около диал, вот хамда душан. А шин берешь, деньги пусть цена 50 жарды, вы даже не беспокойтесь об этом. Ханите вас, мочал вас, водеж вас. Я должен их телефоны проверять? Нет. Вы должны, вы обязаны, да, потому что бирка докшина, что бирж голди. Я гладуотцу, на них гладуотцу, я вошел гладуотцу. Нам надо очень серьезно работать. Я здесь делаю серьезное замечание и Совету Безопасности за отсутствие работы адаптационных комиссий. Серьезное замечание делаю, товарищ глава города Карабула, к вам за отсутствие вашей работы как адаптационной комиссии и антитеррористической комиссии. Серьезное замечание делаю, кто у нас начальник ГОВД? Исполняющий? Вам и вашему коллективу там садитесь. Потому что мы будем очень серьезные меры принимать по этому поводу. Адаптации могут быть представлены в адаптационную комиссию и те, которые находятся в розыске, и те, которые находятся в местах заключения даже сейчас, те, которые находятся просто задержаны и ждут там следственных, других и судебных решений. То есть все могут попасть под этот список.